Так, мы едем на Бешикташ. Там, говорят, есть очень хорошая чебуречка, чебуречная. Чирчир. Чирчир, чебурек. Поэтому посмотрим и вам про это расскажем. А вот прямо перед тобой. Вот это. На. Так, вот мы нашли это место. Неужели? Хачи Халид Бей Сукара. Ну что, пошли заказывать чебуреки. Çiğ var mı? Evet var. Burada mı yiyeceksiniz? Burada. Oturun arkadaşlarım sipariş almaya gelir. Tekaran mümkün mü? Olur mu? Şimdi müsait değil burası Aa. ya. Biraz hazırlık yapılıyor da. Biz Kırım'dan geldik. Hoş geldin. Çiğ börek bu bizim yemeğimiz. Hazırlık bittikten sonra yapılırken çekebilirsiniz isterseniz. Tamam. В общем, они извинились, что у них там бардачело небольшой. Но я надеюсь, что нас позовут. Да, было тяжело найти. Точка нас, конечно, подвела. Мы пошли, в принципе, в район мы пришли верно. По сути, мы немножко прошли, да? Мы немножко прошли. Удивительно то, что парень работает буквально даже не на соседней улице, а вот здесь за поворотом, и он не знает этого заведения. Я просто не скажу, что это туристическое место. Здесь вообще, по-моему, туристов нет, все местные сидят. И это такая классическая чебуречная для местных, для своих. Вот так вот девушка приходит тут с таким аппаратом. И, скорее всего, она будет сейчас спрашивать, что будем кушать. Короче, мы успели в последний момент и сесть. Закрытие час. 17, да, сейчас? Да. Отлично. То есть сейчас 19. Tekrar hoş geldiniz. Ne alırdınız? Kıymalı çörek değil mi? Kıymalı. Evet. Bir porsiyonlu. Bir person kaç? Çiğ börek. 2 adet var. Bir porsiyonda 2 tane. 2 porsiya. Evet. Bir size bir size. Evet. Tamam. İçecek? Ne var içmeye? Ayran var. Ayran. Çay var mı? Çay da var. Ayran ve çay. Tamam. Birazdan haber vereceğim. Tamam. В общем, мы заказали, каймалы чебурек, это значит с фаршем. Кайма это фарш. Там, не знаю, по-моему, по-другому вариантов нету. В общем, мы заказали 2 порции, в одной порции 2 чебурека. Такая вот история. Вообще традиционно мы готовим каймалы чебурек, то есть даже не уточняем, какой. Там вариантов нет других. Вариантов нет, да, он всегда с мясом. Скорее всего, это всегда говяжий фарш. Микс же может быть. Может быть микс с бараниной. Вот, и остальные варианты, которые сейчас есть в Крыму, продаются там с картошкой, еще с чем-то, то это уже не традиция в основном. Это уже как бы такой вот ход туристический, да, там мясо, сыр, добавляли только фарш и зелень. В общем, база делается с фарш, мясной фарш, это база, может быть баранина, может быть говядина, но в основном баранина, потому что с бараниной получается очень сытный чебурек. Вот. С бараниной очень жирно, да, то, что чебурек жарится в масле, и если еще фарш будет жирный, то это будет очень сильно жирно. И обязательно к чебуреку мы в Крыму подавали и подаем что-то похожее на кефир. Катык, типа, да. Катык.
Вот такой Кстати, вот молочный, кисломолочный продукт, который помогает переварить. ну, он еще называется греческий йогурт, у нас он называется хатах. Хатах, Набережные называют его йогурт. йогурт, да, йогурт. Başlıyoruz. İnşallah В общем, hepsini tamam. Заказали. Tekrar böldüm pardon. Çayımız bitmiş. Yeni demliyoruz. Başka bir şey içer misiniz? Kahve var mı sizde? Türk kahvesi. Yemeklerle beraber mi gelsin? Şimdi До, да? yiyorsun. Шимда. Tamam. İki. Чай закончился, да, чай закончился, и мы заказали кофе. Так даже лучше. Потому что кофе мы давно не пили. Sade mi şekerli? Сады. Şekersiz. Şekersiz. Tamam. Süt бар ма, каймак, süt? Efendim? Нет, сади это черный. Нет, можно? Все, йо. Yok maalesef. В общем, получается, сказали, что чай закончился, но мы пришли под закрытие, буквально час Нет, остался. чай закончился, они сейчас начинают его заваривать. На это нужно время, если, как вы знаете, чай они немножко варят. Не просто заварку засыпают и заливают кипятком, они немножко варят, и это занимает время. Она предупредила, что нужно будет чай подождать. Скорее всего, да, и мы заказали Türk kahvesi, это турецкий кофе, без сахара попросили. Ну, сады это без сахара. И мы сейчас начнем, да, она у нас уточнила, мы попросили, чтобы кофе принесли сразу, то есть до еды. Ну, у нас вообще рекомендуется пить после еды кофе, но мы любим до еды в том числе. И сейчас мы попьем кофе, поедим чебуреки и немножко посидим, и, возможно, еще чай закажем, как раз чай будет готов. Ну, все, в принципе, кофе чисто черный, с сахаром, без сахара, то есть две опции только есть. Поэтому, и, кстати, сразу за ценами кофе. Да, здесь в Турции турки, они пьют черный кофе, и сливки, она даже удивилась, зачем нам сливки. Хотя, казалось бы, да? Это же очевидно. Ну все, ждем заказ. Сейчас мы подглянем процесс, как рассказывают чебуреки, как они. Deniz, biraz şöyle dur, yağ gelir. Üç tane altın var. Başka bir şey var mı? Tamam. 500. Ne? Senin çay 500. Tamam. Sağ ol. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Sağ ol. Niye bekleriz? Ben de masrafı. Ne kadar var? Altın sürekli var. Akşam çıkardık. Ella, delikanlı. Она выловила, и сейчас стекает лишнее масло. Мы тоже делаем. Şunlara mı koyayım? Evet, onlar koy. Чик бурек. Почему чик? Есть версия у тебя? Версий мало. Может быть, чигыры? Kahveler de geliyor. Su var mı sizde? Su? Evet. Su verin. Sıcak, normal. Нормаль. Tamam. Чебуреки красивые. Это похоже. Короче, Это да. похоже на Крым по виду. Они очень горячие, их невозможно есть. Возможно, ты сможешь их? Нет, я не смогу, но я просто вижу все по запаху, все как надо. Да, дома мы в Крыму кушаем чебуреки руками.
никаких вилок и ножей. Просто руками нужно чуть-чуть подождать, пока они остынут. Teşekkür ederiz. Кетчуп. Кетчуп. Acı sos. Acı соус. Ага. М. Ну, аджи соус у нас не Да, используется. принесли салфетки, и правильно, что не принесли приборов. Респект. Вот это по-крымски, да. Удивительно, что мы приехали в другую страну и ищем то, что привыкли. Дело в том, что чебуреки это крымско-татарское блюдо, национальное. То есть это нет другого народа, у которого есть чебуреки, условно говоря. Да? То Есть, это- может, что-то похожее, но... Да, что-то похожее, но это абсолютно. вообще считается крымско-татарское блюдо. Поэтому мы сегодня в Турции специально нашли это место. Оно довольно-таки удаленное. Это в районе Долма-Бахче. Бешикташ. Бешикташ, Долма-Бахче, дворец, то есть это за ним. Довольно-таки сложно найти. Это абсолютно не туристическая улица, это спальный район. И это для местных заведений. Сейчас посмотрим, сколько стоит. Мы вообще понятия не имеем, какие здесь цены. Но судя по чебуреку, по его виду, по тому, как он гнется, вообще все, по идее, по канонам сделано. Но мы сейчас еще попросимся на кухню. Там небольшой бардачелло был, нас поэтому попросили чуть попозже. Поэтому мы сейчас покушаем и, конечно же, пойдем на кухню. И для вас попробуем снять этот процесс. Да, я сейчас вытерла руки, потому что нам подали салфетки. Как это правильно мы делаем дома, тоже моем руки и идем, садимся за стол. Так, можно снять, как ты будешь кушать? Но я постараюсь. Вот, обратите внимание, она сложила пополам чебурек, и он не поломался. Это очень важно. Он сочный, вон там все капает, все как надо. Тесто очень вкусное. Показать фарш, там видно фарш? Фарш видно. Ну, фарш без зелени, в принципе, распространенное явление. М, Кстати, чебуреки подали очень быстро. Это говорит о том, что масло горячее. Да, тесто раскатанное очень-очень тонко, прямо кружевное, как дома. Так, вот нам несут кофе. Традиционная турецкая подача. И крымско-татарская тоже. То есть, вот такой вот кофе. Сейчас, конечно же, я начну с кофе. Традиционно подается вода. Дело в том, что в Крыму тоже Смотрите, значит, у нас возникают такие разговоры, споры, что в Крыму не подавалась вода кофе. Дело в том, что когда люди, гости приходили домой, в первую очередь их угощали водой. То есть человек должен попить воды. Поэтому то, что не подавали непосредственно в подносе воду, да, думали, что так не подавали кофе. Нет. Кофе не подавали, да. То есть вода всегда подавалась. Человек пришел в гости, ему подавалась вода. Подавался специально был такой сосуд, в который наливали чистый. Мещерепе назывался. Да. В разных районах по-разному. Ты снимешь меня, хорошо? Да. Запись идет. Так, воду я уже выпил. Но кофе с пенкой. Видно, что он, скорее всего, количество там достаточное. Пенка довольно-таки густая. Как варился, я не знаю, сейчас посмотрим, но похоже на джезве. Джезве, да. Чашечка очень кофе интересная. это Мехмед Эфенди. Я чувствую его аромат. Так, присутствует кислинка. Кофе довольно-таки крепкий. Ну, знаете, такой нормальный кофе. Знаете, бывает в кафе встречаешь очень часто такой привкус плесени, такой затхлый такой привкус. Его здесь нету. В принципе, кофе вполне себе хороший. Зерна свежепожаренные. Скажем так, здесь отсутствует какой-то такой яркий цветочный аромат, вкус, да, но сам по себе кофе такой кофейный, ореховый, такой орехово-шоколадный, стабильный вкус. Ну, Довольно-таки как будто бы зерна пожаренные чуть больше, чем... Ну, обжарка, возможно, чуть-чуть выше среднего. Да. Ну, это делается для того, чтобы убить кислоту, потому что не всем нравится кислый кофе.
Это делается намеренно обычно, и поэтому как-то так. Да. Обратите внимание на... Я вот уже выпил, смотрите, очень густая, очень однородная. Я уже выпил кофе, нам принесли что? Нам принесли Молоко? айран. А, это айран? Да. А, супер. Значит, смотрите, вот тербе, осадок, смотрите, какой он очень-очень мелкий. Прям мелкий-мелкий. Это то, что нам нравится, то, что мы сами любим. И поэтому он получается очень мягкий, и кофе успевает свариться и отдать свой аромат и вкус. За несколько минут. Ну, очень много осадка, прям очень много. Значит, кофе крепкий и насыщенный. Обязательно после кофе пьем воду. Да, после такого крепкого даже больше, чуть-чуть больше воды хочется, чем вот этот. Ну что, значит, я чувствую, какой он мягкий, тесто очень нежное, Ты довольно-таки легкий, такой воздушный чебурек. Я люблю немножко остывший чебурек, я не люблю прям горячий. Это очень вкусный чебурек, реально. Он вообще не жирный, вообще. Это говорит о том, что масло прогрелось до нужной температуры. То есть он жарился недолго и не быстро. То есть он не сгорел. Да, и я как хозяйка почувствовала сразу, что масло свежее. То есть его поменяли, то есть меняют часто. И это видно по цвету самого чебурека. И Это вкусный чебурек, реально. это реально вкусно. Как мама? Очень близко. Прям очень Близко, да. Да, дело в том, что мама Делавера тоже готовит чебуреки, любит это делать и готовит очень вкусно. Здесь, знаете, здесь такой момент, есть секрет. Здесь действительно жарил профессионал, потому что масло нужной температуры и оно нужного цвета. Видите, тесто, оно не черное, не коричневое. Вот я прям по цвету понял, что чебурек хороший. Я Да. действительно вам рекомендую его попробовать. Мы обязательно оставим адрес его. Как впечатление? Чебуреки мне очень понравились, хотя я не люблю чебуреки, не любитель чебуреков, я их и не люблю готовить, потому что очень много масла, очень много уборки после готовки чебуреков. И, возможно, поэтому у меня есть какие-то, атрофированные навыки, особые навыков готовки чебуреков нет. Для меня это очень сложно и долго. Но хочу сказать, что здесь мне чебуреки очень понравились, они действительно вкусные. Мы сняли процесс, как девочка, молодая девочка готовит чебуреки, и вы увидите этот процесс. Хочу сказать, что все делается по правилам. Да, я тоже согласен. Честно говоря, я не ожидал, что они будут настолько хорошие. Да, Это было неожиданно. Мне показалось, когда мы сюда шли, я думала, что это будет что-то, какие-то пирожочки, может быть, какие-то маленькие. Они прямо вот похожи на то, как это должно быть. Так, мы вот заказали манты. Не удержались и заказали манты. Вообще, потому что, в принципе, мы чебуреками наелись. Да. Но я просто настоял, чтобы мы попробовали эти манты. Ну, манты, видите, да, это как маленькие пельмешки. Они такой треугольной формы. Мы тоже делаем такие дорт-куше. Да, дорт-куше, то есть четырехугольник такой. 4 уголка теста соединяются. Тесто нарезается квадратиками, внутрь кладется фарш. Здесь хатых, здесь масло, хатых, масло, специи. Но вот эти специи похожи на те, что мы тоже используем. Да, здесь есть мята, есть паприка. Ну, специи я бы не добавлял, они немножко не то. Да, Делавер любит больше такое, чтобы... Ну, они как будто бы немножко не к месту. Ну, а само, в принципе, манты хорошие. Ну, у нас манты, как вы знаете, манты большие. Да, они готовятся, отвариваются
в большом количестве воды, а мы манты готовим на пару. Есть специальные мантышницы. Я думаю, подписчикам не надо рассказывать, что такое манты, уже все знают. Просто в Турции у нас, у крымских татар, и вообще у многих вызывает такое, знаете, улыбку. Недоумение. Улыбку, да, когда говорят типа манты. Мы тоже покупали покупные, в пачках. Нам тогда их не понравились, потому что там не было вообще фарша. Там было одно тесто. Но эти, в принципе, неплохо. Ожидания и реальность, в принципе, сошлись. И по 10-бальной где-то 7. Да. То есть не вау, и понятно. То есть можно покушать. Но, если честно, я бы со сливочным маслом попробовал эту штуку без специй. Я думаю, Да. было бы интереснее. Но чебуреки просто бомба. Чебуреки 10 из 10 это однозначно. Все, всем пока. Да, мы поели и будем рассчитываться. Sonrası zaten. 580 lira. Nakit bir kart mı olacak? Накид. Afiyet olsun. Yine bekleriz. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yine bekleriz. Sağ olun. Çay koyarsan çay da olur. Ama şöyle çay. Чебуречная находится вот на таком переулке, на таком перекрестке. Здесь адрес получается Хаджи Халид Бей, Сокагы. Это Бешикташ район называется. Хаджи Халид Бей, Сокагы. Вообще вон там адрес Хаджи Халид Бей. Мы оставим в описании. Да, Озгюр. В общем, это перекресток улиц Озгюр и Хаджи Халид Бей. Мы съели 2 порции. Мы съели 2 порции чебуреков, по 2 чебурека. Выпили 1 айран, 1 вода была. Да, бутылочка воды. Бутылочка воды, порция была манты и 2 кофе. И заплатили 560 лир, 580 лир. Что я считаю, что отличный чек. Я думаю, что недорого, да? Ну вот, как тебе? Недорого и, на удивление, очень вкусно, потому что напомнила дом. Все остальные блюда, которые мы кушали в этот свой приезд в этих районах, в туристических районах, они уже немножко приедут. В общем, если вы устали от пидешек, от кёфтешек, от семитов, понимаете, да, о чем речь? Балык экмеков. Балык экмеков. От искиндер-кебабов я извиняюсь, да? То есть обязательно приезжайте сюда, пробуйте. Чебуреки действительно классные. Это не реклама, это действительно хорошие чебуреки. Да, нам никто не платил. Все, всем пока. Мы просто довольны. Довольны и счастливы.